Меня зовут Ярхамов Ильнур, и с вами проект «Татары мира». В татарском мире произошло одно очень важное интеллектуальное событие, мимо которого нельзя пройти. Считаю важным внимательно разобрать это событие. Институт истории Марджани выпустил первую книгу из серии по истории крымских татар. Всего ожидается публикация нескольких томов этой серии. Но авторы и историки решили, что первый должен выйти третий том по истории крымских татар, который хронологически посвящен 15 и 18 векам. То есть примерно с начала формирования отдельной крымско-татарской государственности, ханства, и вплоть до присоединения Крымского ханства в 18 веке к Российской империи. Эта книга является очень важной вехой не только для татар вообще и крымских татар конкретно. Эта книга обращается к самым распространенным заблуждениям, мифам и стереотипам, которыми сегодня пропитана история писания крымских татар. Говоря проще, эта книга является концептуальной защитой крымских татар и вообще всех других татар от такого явления, как татарофобия, чьи флюиды продолжают циркулировать в нашем современном мире на страницах книг и в соцсетях различных историков, журналистов, публицистов, блогеров и прочих людей, в чьей интеллектуальной порядочности я сомневаюсь. С сожалением отмечаю, что на сегодня крымские татары стали наиболее удобной мишенью для критики и оскорбления. Крымских татар депортировали после Великой Отечественной войны. Виноваты в этом сами крымские татары. Российская империя при Екатерине Великой присоединила к себе Крымское ханство. Почему? А крымские татары сами виноваты, потому что были агрессивными и в то же время бесполезными, и государство у них было бесполезным, где основу экономики составляла работорговля славянами. В общем, какой исторический период развития крымских татар и их государственности не возьми, они во всем сами якобы виноваты. Книга «Третий том. Истории крымских татар» как раз обращается к этим самым неудобным вопросам истории. А широкий коллектив авторов, засучив рукава, берется разоблачать, опровергать всю ту татарофобию, с которой сегодня сталкиваются крымские татары на страницах книг по истории. Для справедливости отмечу, что коллектив третьего тома на самом деле интернационален. В коллектив входят очень авторитетные в России ученые, историки и татароведы. Например, ответственным редактором тома является историк Илья Зайцев. Кошмаривание российского общества происходит и сегодня. Да-да. По сей день современным русскоязычным читателям и зрителям рассказывают о злых и коварных крымских татарах. Из самого недавнего случая, вот, например, выпад против татар со стороны иконы российского экспертного либерализма и профессора зарубежных университетов Григория Голосова. В своем сообщении российский либерал выражает недовольство относительно того, как ведет себя глава Чечни Рамзан Кадыров и в целом его республика и чеченцы. И при этом находит возможным сравнивать это все положение с положением Крымского ханства. В 15-17 веках Россия выплачивала дань Крымскому ханству. Впервые такие выплаты отмечены документально в 1474 году, окончательно отменены в 1700 году. Хотя формально в течение всего этого периода лишь изредка Россия признавала свою вассальную зависимость от Крыма. Если выплаты не поступали, крымские ханы устраивали набеги и порой доходили до Москвы, полностью ее разоряя. Например, в 1521 году, 1571 году. Объем дани был существенным. Хотя не уверен, что в эквиваленте он достигал 300 миллиардов рублей ежегодно, о которых недавно упомянул Рамзан Кадыров. В остальном, современная Чечня выступает примерно в той же роли, что когда-то Крымское ханство. Есть и набеги, правда, они более точные, как недавно в Нижнем Новгороде, и дань, правда, она выплачивается более регулярно, так что повода сжигать Москву пока нет. Вассальная зависимость, как и в прошлом, остается спорным вопросом. Пинать татарское государство, которого нет вот уже несколько столетий, пинать с высоты сегодняшнего дня, с высоты 21 века, это, знаете ли, очень храбрый поступок для российского либерала. Для исторической объективности отмечу, что у чеченцев и крымских татар есть один исторический сюжет, который действительно является общим для них. Это депортация после Великой Отечественной войны.
Но российскому либералу, видимо, такие сравнения ни к чему. Говорят, что в стане российских либералов татарофобии сегодня предостаточно. Например, историк Борис Акунин в своих псевдоисторических произведениях тоже шельмует и кошмарит своего читателя ужасами ордынского ига. Лично пока эти книги Акунина я не читал, но как-нибудь еще с ними разберусь. Ну а мы пока давайте вернемся к нашей главной книге, к третьему тому истории крымских татар. Ответственный редактор книги, еще раз, Илья Зайцев, пишет: полноценная объективная история Крымского ханства не написана ни на одном из тех языков, которые когда-то звучали на полуострове, как и тех, которые сейчас являются официальными языками Республики Крым. В историографии истории Крымского ханства столь заметны многочисленные противоречия, голословные и заведомо ложные утверждения, неподкрепленные источниками выводы и стереотипные утверждения. Далее я вам сейчас концептуально изложу разборы, аргументы и пояснения авторов статей тома на самые распространенные заблуждения касательно Крымского ханства. Первая проблема – это проблема рабства и рабов в Крыму. В российской и западноевропейской исторической традиции закрепилось представление: Крымское ханство – это паразитическое государство, где отсутствовало земледелие и ремесло, а все доходы сводились к транзитной торговле рабами, захваченными в грабительских походах на русские, польские и кавказские земли. Пути попадания невольников на полуостров были на самом деле разнообразными, и не только через набеги крымских татар на русские, польские и другие земли. Невольники оказывались в ханстве и в качестве подарков, и в качестве дани крымским ханам. Например, адыгейские князьки с приходом к власти нового хана в Крыму направляли ему по 300 невольников. Или вот, например, невольники из Черкесии, калмыцкого ханства в 18 веке, попадали в Крымское ханство через куплю-продажу. Невольники из Швеции и Финляндии попадали в 18 веке в Крымское ханство благодаря шустрым казакам, которые воевали на стороне Российской империи и были заинтересованы в рабской добыче. К слову, казаки не особо-то были и верны русскому государству. Например, в 1709 году запорожцы напали на русский отряд у Царанчанки, это сейчас Днепровская область Украины, и продали крымским татарам 100 солдат. Да-да, казаки в 18 веке были теми еще поставщиками рабов на невольничий рынок в Крымском ханстве. Или вот, например, в 1752 году жители украинского города Саврань, это сейчас Одесская область Украины, заключили с очаковскими, то есть крымскими татарами, договор, что выкрадут с окрестных городов детей и жен и привезут их на продажу крымским татарам. А что по поводу численности рабов в Крымском ханстве? Авторы книги пытаются ответить на этот вопрос, но сразу оговариваются, что их подсчеты грубые и примерные. Сами понимаете, более точнее установить цифру мешает банальный недостаток исторических документов. Итак, к 1550 году в Крыму проживало примерно 40 тысяч невольников, что составляет 20% от численности свободного населения. В 1620 году в Крыму могло быть 90 тысяч невольников-христиан. Мало это или много? Для сравнения, только в одном Стамбуле в 1640 году на турецком флоте находилось примерно 160 тысяч невольников из Речи Посполитой. В 1690 году в Крыму было примерно 100 тысяч невольников, а была возможность освободиться из рабства в Крымском ханстве. Да, в Польше и в России были специальные налоги и пожертвования для выкупа невольников из Крымского ханства. Расценки вы уж сами понимаете, какими были. За знатных аристократов давали больше денег, за простых и бедных так себе, а может и вовсе не давали денег. Можно ли было убежать из плена? Но тут одним невольникам везло со своими хозяевами, а кому-то нет. Так что тем, кто везло, никуда не убегал. В Крымском ханстве была практика, когда сам хозяин мог высвободить своего ясыря, невольника. Между рабом и хозяином заключался специальный договор – китаб-ете. Там мог быть обговорен и срок службы, после которого человек получал свободу, и, обретя свободу, бывший невольник уже становился военнообязанным. Раб мог получить свободу и в день какого-нибудь, например, праздника или по завещанию после смерти хозяина. Более того, у рабов даже была возможность участвовать в судах, судиться со своими бывшими хозяевами и отстаивать свою свободу. Например, сохранились судебные книги времен Хада
Мурада Герая I. По ним известно, что невольники выступали истцами в 2% спорных судебных процессов. Бывало, что хозяин обещал невольнику свободу после своей смерти, но дети покойного пытались сохранить раба как свою собственность. В 15 из 16 судебных дел в документах времен Мурада Герая, которые дошли до нас, суд вставал на сторону бывшего невольника. Такому проценту оправдательных приговоров в Крымском ханстве может позавидовать, пожалуй, сегодняшняя судебная система в России. Не правда ли? Да и вообще, имейте в виду, что если угонялись в рабство жители северных районов Польши и России, то смысл им возвращаться к своим господам в крепостное рабство под сапог шляхты в холодном краю. Такой же хозяин-господин есть и в Крыму, но разница в чем? Климат теплее, мягче, морской воздух. Так ли уж крестьянину захочется возвращаться обратно домой в крепостное право? А теперь второй вопрос. Крымско-татарские набеги на Россию и Европу. Как к ним относиться? Имело ли средневековое государство в эпоху, когда люди либо только торговали, либо воевали, право осуществлять набеги на соседние государства? А почему бы и нет? Давайте разбираться. К сожалению, со второй половины 20 века, после депортации крымских татар из Крыма, советские историки стали прилагать большие усердия, чтобы как можно сильнее, как можно больнее очернить исторический образ крымских татар, приклеив им негативный образ грабителя-разбойника. Да, крымские татары совершали набеги. Эти рейды еще назывались чапулы. Но и на Крымское ханство с 15 по 18 века тоже совершались набеги. Население ханства тоже испытывало на себе все тяготы и беды, связанные с приходом отрядов разбойников. А кто совершали набеги на крымских татар? Казаки и калмыки. В 1570-1580 годах запорожцы захватили в плен 1000 татар и турок. Сами понимаете, что если оценить масштаб рейда с такой добычей, то запорожские казаки убили куда больше людей во время этого рейда. По этому поводу крымский хан Давлет-Герай I написал возмущенное письмо польскому королю Сигизмунду I, что казаки напали на ханство и увели жителей 500 татарских домов. И вы знаете, что польский король не опроверг это возмущение и признался, что да, что выкраденные татары сейчас в плену казаков. В 1575 году днепровские казаки совершили 8 рейдов на Крымское ханство и увели жителей 700 татарских домов. Это примерно 10 тысяч человек, попутно, конечно же, сжигая, грабя, крадя женщин и детей. В 1594 году гетман Северин Наливайко хвастался, что его разбойники-казаки взяли в плен 4000 буджакских татар. В общем, абсолютно исторически неправильно говорить, что набеги делали только крымские татары. Нет, калмыки, уж тем более казаки, тоже были хороши, и у них тоже руки были в татарской крови. И в плен казаки тоже уводили татар. Почему крымские татары совершали набеги? В чем их причина? Авторы книг «История крымских татар» пишут, что ханы такими набегами выбивали всякие выплаты и денежные подношения от российских и польских правителей. Также такими набегами крымские ханы сдерживали историческую область, прозванную как «Дикое поле», от колонизации России и украинцами. Крымские ханы были заинтересованы, чтобы эта территория, Дикое поле, максимально долгое время оставалась свободной от государственного контроля со стороны Москвы и была своеобразным буфером между Крымским ханством и Московским государством. В 1980-х годах советские историки писали, что как только Крымское ханство попало под протекторат Османской империи, то набеги крымских татар на соседние государства, в частности на Русь, стали злее и чаще. В качестве аргументов, например, приводится набег крымских татар зимой 1492-1493 годов на Киев и Чернигов. Но если обратиться к историческим документам, то получается, что этот набег крымских татар был на самом деле инициирован Москвой, то есть князем Иваном III. Он, в частности, и выступал спонсором этого крымско-татарского рейда. Но походом татар на литовскую землю остался крайне недоволен. Как относились к рейдам татары в самом Крымском ханстве? Как к прекрасной возможности получить военный трофей, добычу, стать знаменитым и популярным на все ханство, подняться по карьерной лестнице, стать ближе к ханскому дворцу, раздобыть красивую женщину, рабов,
Да, это с позиции Европы и с позиции христианской цивилизации, с позиции европейских христианских ценностей крымские набеги считались, расценивались как что-то ужасное и неприемлемое. И это логично. Но с точки зрения восточной морали, с точки зрения исламского Востока, с точки зрения татарских военных ценностей, совершить набег, заполучить добычу, привезти это все домой к себе – это очень крутое предприятие. Мусульманский мир аплодировал и рукоплескал удалым крымским татарам, совершающим походы на христианские земли. Ну а что вы хотите? Такова была глобальная мораль в 16-18 веках в Европе и на Востоке. Но не нужно считать, что крымские татары были без чувств и эмоций, когда совершали свои набеги. Каждый крымский воин был личностью. Например, есть исторические документы, которые рассказывают, что перед набегом на город Снятин в 1617 году, это сейчас Ивано-Франковская область Украины. Так вот, некоторые крымские татары в этом городе имели знакомых, друзей и побратимов, и перед набегом крымские татары предупредили значительную часть горожан Снятина о набеге, благодаря чему снятинцы и спаслись. Или вот, например, интересный случай был. В 1692 году власти городов Снятин и Граденко, это город Ивано-Франковской области Украины, вышли на отряд буджакских татар и договорились с ними, что те не будут грабить и трогать их города, пройдут мимо. Взамен снятинцы и граденковцы предоставят татарам еду и лекарства. И крымские татары не тронули эти города. Было ли рабство в Крыму? Да, было. Но на самом деле рабство было не в таких черных тонах, как любят клеймить историю крымских татар. Были набеги крымских татар на соседние государства? Да, были. Но все было не таким уж кошмарным, как пытаются эти набеги представить ангажированные историки-татарофобы. В общем, замечательная книга, 3-й том «История крымских татар». Кому попадется в руки, рекомендую к прочтению.